Здравствуйте. Гость студии «Дынья» сегодня Рустем Рафаэльевич Гильмуддинов, заместитель председателя Всетатарского общества краеведов. Мы будем говорить о Татарстанском форуме краеведов, который состоится 3-5 апреля. В прошлой нашей передаче мы беседовали на татарском языке с председателем Совета татарстанских краеведов Альбертом Бурхановым, а теперь вот мы на русском языке обсуждаем примерно те же вопросы, как мы готовимся, что происходит в системе краеведения, но уже с учетом того, что это и татарстанский форум, с участием других регионов, тем более Рустем Рафаэльевич проводил и в Уфе такую конференцию, и принимал участие в конференции 2 года тому назад, и в Казани, и в прошлом году. Давайте вспомним все-таки, как начиналось краеведческое движение позднейшего периода, не то чтобы там век тому назад, вот этот год, 2, 3 тому назад, с чего мы начали, и кто начал, где начал. Ну, вообще работу инициировал, конечно, Конгресс татар, и регионы очень активно включились. Я даже сильно удивился, то, что когда мы проводили съезд краеведов в Башкортостане, все отозвались на приглашение. Более 100 участников, руководителей приехало. В Башкортостане был съезд татарских краеведов или вообще Всероссийский форум краеведов. В Уфу приехали представители регионов, да, и все отозвались. И уже в этой работе было видно то, что люди очень активно смотрят на свою историю. Интерес есть. А чем объяснить такой интерес? Честно, сейчас, наверное, смотрят больше на молодежь и понимают, что молодежи нужно что-то давать. И краеведы, в принципе, которых мы работы смотрели, они, в принципе, ориентированы на то, чтобы поколению в дальнейшем передать тот, я не знаю, багаж. Есть глобальная история, а вот история семьи, улицы, конечно. Села, района своего. И это очень интересно, и ее выполняет, эту историю создают, пропагандируют, ну, как бы не то чтобы любители, ну, историки по зову души действующие. А много таких? Вот, конечно. И даже вот уникальный там случай у нас был, встреча с внуком Галимджана Ибрагимова. И сам он рассказал, как он это создавал, историю своего прадеда. Как он ходил по архивам, поднимал архивы НКВД, потом КГБ. То есть люди заняты работой со своей историей, своего края, как вы сказали. То есть краеведение, получается, что это история населенных пунктов, конечно. История выдающихся личностей, семей, названия, родов. Отдельных семей, организаций, учреждений, мечети, учебных заведений, предприятий, которые там действуют. Это все это история края, да? Да. Потому что и сейчас все понимают, что в дальнейшем, хотим мы, не хотим, будет такая программа реализовываться, история регионов, где проживали татары. Все равно это кто-то будет делать. И уже отклик есть, у нас есть, об этом говорили, что такую программу нужно создавать. И уже планомерно, тихо-тихо мы к этому подходим. Первое сейчас у нас, конечно, по плану регистрация самой организации. То есть устава, сейчас идет работа с юристами. Это всероссийская? Да, всероссийский и Татарстан. Потому что обе организации, они пока у нас юридического лица не имеют. А это очень важно для нас. Второе. У всероссийской организации кто руководитель? Аблязов Камиль Алимович. Проживающий в Саратове? В Саратове, да. В Саратове. Крупный предприниматель, историк, автор. Кандидат исторических наук. Да. И самое главное, то, что вот на первом съезде он сказал, он обязательно предоставит максимально открытую опись на архивов России. Сейчас эта работа ведется. И я думаю, тихо-тихо мы ее будем презентовать. Ну, примерно какие населенные пункты? Ну, это, во-первых, Саровский монастырь, то есть сейчас скрывается. Архив Саратовской области, архив Республики Башкортостан, архив Астраханской области. По Ульяновску очень активно работа идет. То есть архив... А кто сидит в этих архивах? Но он... И с какой целью сидит? Кто там какие-то темы прорабатывает? Весь архив ведь не перепишешь. Нет, не перепишешь. Самое главное, вот то, что мы сейчас и договорились с нашим главным архивным управлением Республики Татарстан с Ирадой Хафизяновной. Для краеведов очень важно работать с архивами. Но прежде чем в архив прийти, ты должен понимать, что ты хочешь там найти.
А как раз, когда человек имеет опись, он видит, какие документы имеются и по какому поводу, то есть ему намного проще производить запрос. То есть мы облегчаем работу краеведам. Ну и в дальнейшем, если эта Академия наук заинтересуется, это и будет и для них интересно. То есть вы осуществляете вот это составление вот этих описей. Да. Если я хочу вот узнать историю своего Конечно. села, Конечно. я, прежде Вы чем идти можете- в архив, я открываю, где я найду вот Да, эту опись? да, которую мы приготовим и будем презентовать. Это будет книга? Это будет, да, в виде Или книги. сайт? Нет, это будет в виде книги, но она, конечно, будет и в электронном. А кто вот составляет вот эти описи? И это занимаются уже профессиональные люди, То есть вы кто работает в специально архивах. кого-то там Да, наняли, Облязов, поручили, да, с каждым, проплатили. да, Облязов с Облязов каждым за свой составляет, счет, да, вероятно. за свой счет составляет договор с людьми, которые выполняют это профессионально. Вот какие темы вот исполнителей вот этой работы имеются? Кто, сколько человек, где они сидят? Там, насколько мне известно, порядка 9 человек сейчас в штате, В каких которые местах? работают, то есть в Москве. Мгм. И то, что я выше сказал, регионы, то есть вот они именно работают В только по Саратове, в архиву. Уфе работает? Конечно. В Казани? В Казани тоже. Но в Казани дело в том, что здесь само управление очень хорошо работает. И все выявленные документы доступны в открытом пространстве. То есть они выкладывают это все на электронную площадку свою. И те люди, которым интересно по Татарстану, они, в принципе, могут найти это на сайте архива. Вот на прошлых конференциях, форумах проводилась выставка книг краеведов. Там более 800 книг. Вот такие новые книги еще Конечно, будут появляться, конечно, новые изыскания. сейчас- Еще больше. Все-таки сейчас подтянулись побольше народу краеведы, Нет, и да? народу подтянулось побольше. И второй у нас был такой приятный опыт. Мы в республике объявляли конкурс для краеведов. То есть выявляли самые лучшие работы, было компетентное жюри, а Облязов учредил призовой фонд, чтобы эти люди в дальнейшем, то есть собирая материал, спокойно могли иметь какие-то материальные средства, чтобы издавать эти книги. И сейчас у нас в плане, конечно, выставка была, чтобы выделены новыми материалами. То есть, конечно, старые мы уже стараться показывать не будем. То есть стараемся, чтобы как-то это все работало по-новому. И еще у нас сейчас в плане договоренность, то, что вы слышали, есть программа «Татар-тур». Ее сейчас тоже активно прорабатывает, но вся загвоздка у них вышла в идеологической программе. И ответ мы как раз находим на этот вопрос в работе наших краеведов. Потому что мы считаем, что в данной программе идеологическую составляющую должны представлять наши краеведы. Потому что они знают регионы, они знают свои места, они знают, что людям показать, что это будет интересно. То есть, я думаю, это выльется и в какой-то коммерческий еще проект. Давайте напомним, Татар-тур, насколько мне известно, вот Гулливер Альтин, Да, проживающий да. в Крыму, придумал такой проект, когда путешествовать по Конечно. местам. Вот какие места, какой маршрут его? Татар-тур. Этот шелковый путь. Ага. Это знаменитые вообще города, Бахчисарай которые, конечно, его. вообще там Казань входит? сибирские татары, где проживают, крымские татары, где проживают, центр России, то, что вот мы Такой называем. этнонаучный, культурный туризм, Конечно, да? нет, это было, но его нужно как-то структурировать, потому что мы же знаем, что татары постоянно плавают на кораблях. То есть в разных регионах учреждают там какую-то поездку, или же на автобусах они по России едут, или же на кораблях. То есть в Башкортостане это практически каждый год там практикуется. Значит, будет информационное обеспечение вот этого маршрута. Конечно. И шелкового пути, и Татар-тур, и, вероятно, другие туристические компании или желающие путешествовать тоже. Именно почему ставка на краеведов, потому что мы все знаем, что заниматься историей, и эта работа проходит на голом энтузиазме. То есть человек понимает, зачем это ему нужно. Он переживает и И болеет без душой. него, в его район, в его Конечно, село никто не конечно, будет пробираться. Он конечно. будет, он не ждет этого. Конечно. Иногда у него очень богатый опыт, знания иногда совсем мало может быть. Вот осталось там за эти оставшиеся 2 месяца. Что нужно сделать, какие приглашения делать, к чему призовем мы наших активистов, Сейчас, чтобы они все готовились и, чтобы активно и выходили. реализовали свои проекты тоже. Первое, о чем бы хотелось вот именно сказать через эту студию, сейчас идет обновление списков краеведов. Это очень важно для нас, потому что я считаю, что есть люди, которые пока даже и не слышали о том, что есть некий форум, есть некий съезд. И я думаю, что все адрес Всемирного конгресса татар знают.
И призываю, чтобы выходили на связь с нами. Да, на сайте tatarkongress.org, там, если можно найти о Конгрессе татар, там обязательно вы найдете строчку, где форум краеведов, краеведческие организации, и обязательно вы найдете стенограмму прошлых конференций, форумов. Вот на следующей конференции, чтобы уже рассматривали практические дела, которые сделаны и которые будут делать. Конечно. Вы послушали беседу с Рустемом Гильмуддиновым, представителем краеведческого сообщества, о будущем расширенном форуме краеведов Татарстана и регионов России, который состоится 3-5 апреля. Ждем вас на всех мероприятиях этого форума. У каждого есть свой край, своя семья. Давайте сами будем себя изучать и вмонтировать то, что мы находим, в общую историю татар, историю России, стран, где мы живем. Рахим Итигис.